В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Сегодня президент Рауль Хаджиба провел выездное совещание по вопросам текущего положения дел в Гагарском районе. Как сообщает пресс-секретарь главы государства Наала Авицба, Рауль Хаджиба подчеркнул, что бюджетные показатели района находятся на неудовлетворительном уровне. Президент обозначил в качестве основных проблемных сфер в районе собираемость налогов, энергетику, санитарное состояние, незаконное строительство. Начальник районной налоговой инспекции Георгий Агарба сообщил о том, что за первое полугодие 2018 года выполнение показателей в курортной сфере находится на уровне 81%. Он выразил уверенность, что в течение августа и сентября ситуация значительно улучшится. Георгий Агарба отметил наличие значительных недоимок прошлых лет по земельному налогу и НДС. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия перечислил основные шаги, предпринимаемые ведомством для улучшения состояния учета и отчетности предприятий, а также увеличения налогооблагаемой базы за счет более полного охвата налогоплательщиков. Глава государства подчеркнул необходимость упорядочить работу по собираемости платежей, причитающихся государству в соответствии с законодательством. Глава администрации Гагарского района Геннадий Сеченава проинформировал президента о действиях, предпринимаемых совместно с районным РЭС и филиалом «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго» в целях повышения собираемости платежей за использование электроэнергии. На встрече также обсуждались дополнительные шаги для улучшения ситуации в данной сфере. В ходе совещания президент поручил главе районной администрации, органам прокуратуры и МВД взять под жесткий контроль соблюдение правил застройки, особенно факты незаконного строительства на территории района. Рауль Хаджиба также поставил вопрос о том, какие меры принимаются для улучшения санитарного состояния в городе и районе. Геннадий Сеченава доложил президенту о том, что в ближайшее время частота вывоза бытовых отходов будет увеличена. Президент подчеркнул, что все профильные учреждения должны более оперативно разрешать возникающие вопросы. Сегодня руководитель администрации президента Беслан Барцыц, находящийся в эти дни в Сирии, встретился с министром иностранных дел страны Валидом Аль-Муалемом. Стороны обсудили ряд вопросов по подготовке официального визита президента Республики Абхазия Рауля Хаджиба. В ходе встречи также состоялось обсуждение подготовки предстоящего подписания двусторонних соглашений. В состав абхазской делегации также входят министр иностранных дел Даур Ковы, заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба. Завтра, 8 августа, в Абхазии и Южной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине со дня начала так называемой пятидневной войны по принуждению Грузии к миру. А накануне этой даты премьер-министр России Дмитрий Медведев, бывший в 2008 году президентом России, в интервью газете «Коммерсант» рассказал об итогах и значении той операции. Медведев подчеркнул, что когда принималось решение по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии, позиция высшего политического руководства России была единой. Всякое решение должно быть обдумано. И всякое решение требует, что называется, взвешивания положительных и отрицательных моментов. После завершения военной составляющей кампании по принуждению Грузии к миру встал вопрос, а что дальше? Естественно, прежде всего передо мной, как перед главой государства, я определенное время думал и потом пришел к выводу, что ничего лучше, чем признать независимость двух этих образований, по всей вероятности, предложить невозможно. Я руководствовался прежде всего тем, чтобы сохранить прочный мир на будущее, сохранить стабильность в Закавказье, сохранить стабильность в нашем регионе. И это, на мой взгляд, был единственно возможный шаг. Через некоторое время я переговорил с председателем правительства тогда, Владимиром Владимировичем Путиным. Он меня тоже в этом поддержал. После этого вопрос был вынесен на заседание Совета Безопасности. Мы обсуждали, естественно, все нюансы этого решения, понимая, какую реакцию мы получим. Но в данном случае и коллеги по Совету Безопасности меня также поддержали. Решение было принято, я подписал соответствующий указ, по-моему, 26 августа 2008 года о признании государственной независимости, суверенитета Южной Осетии и Абхазии. И с этого момента для этих
территориальных образований началась новая жизнь. То есть никаких дискуссий на эту тему не было, единогласно принято было решение? Но дискуссии были, есть и будут всегда. Это совершенно нормально для любого гражданского общества. Дискуссии были и тогда. Достаточно поднять прессу того периода, в интернете порыться, что называется, посмотреть, какие были дискуссии. Но если говорить о позиции высшего политического руководства, то позиция была единой. 22-23 августа в Сухуми состоится международная конференция, посвященная десятилетию признания независимости Абхазии. Ее организатор – МИД Абхазии. В форуме примут участие ведущие политологи и политики Абхазии, России, Германии, Великобритании и Швейцарии. В рамках конференции будет организована работа 6 круглых столов по темам. Роль первого президента Республики Абхазия в становлении государственности, Абхазия в контексте современных угроз и вызовов, аспекты культурного и гуманитарного взаимодействия Абхазии с современным миром, диаспоральный ресурс Республики Абхазия, межпарламентское сотрудничество и парламентская дипломатия, экономические, политические и социальные аспекты взаимодействия России и Абхазии. В ходе конференции состоится презентация международного движения «Про Абхазия», неформального общественного объединения, способствующего распространению объективной информации о республике. Сегодня в пресс-центре информагентства «Спутник Абхазии» состоялся телемост Сухум-Москва-Цхинвал, участники которого попытались обобщить социально-экономические, геополитические, исторические итоги минувшего десятилетия. Участники телемоста, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркидонов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев и член экспертного совета Министерства по делам национальностей Республики Северная Осетия Алания Игорь Дулаев поделились своим мнением об исторических предпосылках событий десятилетней давности. По мнению Сергея Маркидонова, решение Кремля в августе 2008 года не было спонтанным, и Россия не вдруг вмешалась в осетино-грузинские и абхазо-грузинские отношения. Этому способствовал ряд исторических и вполне обоснованных причин. То, что произошло в августе 2008 года, 10 лет назад, не было каким-то экспромтом. Конфликт развивался долго, если говорить о южно-осетинском и абхазском конфликте, даже еще с конца 80-х годов. И события в 2008 году, они многое изменили, с другой стороны, мало что изменили. Да, Москва пошла на признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Формально пошла, создала важный прецедент. Но ведь до этого практически 1,5 десятилетия Южная Осетия и Абхазия существовали в режиме непризнанных республик, или де-факто государств. В чем важно с российской точки зрения эта ситуация 2008 года? В 2008 году, наверное, впервые с момента после распада Советского Союза Москва четко показала, что есть определенные красные линии, которые она не просто обозначает. Вот мы их обозначим и скажем, что там расширение НАТО или, скажем, формирование режимов в постсоветских республиках, действующих, скажем, противниками, оппонентами России, для нас неприемлемо. Но мы можем и сделать что-то для того, чтобы эту красную линию держать. Николай Силаев акцентировал внимание участников телемоста на то, как развивалась ситуация 10 лет назад и на то, как она развивается сейчас. По мнению Силаева, нельзя считать, что в августе 2008 года было всего 2 политических игрока. Запад в какой-то мере также несет ответственность за события в Южной Осетии. Тот вывод, который мы должны сделать, это то, что ни один из мировых центров не может управлять такого рода ситуациями в одиночку, не может поддерживать, пусть хрупкий, но мир в одиночку. И если мы говорим о провале попытки глобального управления со стороны Запада, то 10 лет назад мы видели один из ярких примеров такого провала. В 2018 году были даны ответы на вызовы, которые стояли на тот момент перед двумя народами – абхазами и осетинами. Сегодня же перед ними другие вызовы. Это строительство независимых государств, считает Игорь Дулаев. В республиках по многим вопросам дальнейшего развития существуют разные точки зрения, но это не мешает им двигаться вперед. Кроме того, за прошедшие 10 лет у Южной Осетии и Абхазии есть определенные успехи в развитии экономики. В общественном сознании этих обществ нет того, что мы называем осажденной крепостью. То есть эти общества нацелены в будущее, они рассматривают
то, как будет развиваться общество внутри, еще раз говорю, это внутренние вопросы. И, конечно же, это вопросы отношения с Российской Федерацией и вопросы с Грузией. Когда мы говорим об отношениях с Российской Федерацией, то понятно, что в Южной Осетии здесь есть две точки зрения. Одна точка зрения говорит о том, что мы хотели бы войти в состав Российской Федерации. Другая говорит о том, что у нас есть шанс построить независимое государство. В Абхазии мейнстрим – это, конечно, построение независимого государства, которое находилось бы в союзнических отношениях с Российской Федерацией. Не обошлось и без провокационных вопросов. Например, российский журналист издания «Диалог», явно грузинской национальности, уверен, что в Абхазии практически не осталось абхазов, а в Осетии – осетин. По его мнению, все они живут в Грузии и не могут нормально общаться с той малой частью родственников, оставшихся в Абхазии и Южной Осетии. На этот вопрос ответил Игорь Дулаев. Для того, чтобы мы прошли дорогу, эту дорогу должны идти две стороны. Как грузинская, так с одной стороны, так и осетинская, и абхазская с другой стороны. И для этого хотя бы нужно действительно не выдумывать какие-то вещи. Сейчас есть пункты пропуска между Южной Осетией и Грузией, между Абхазией и Грузией. Сейчас существуют гуманитарные отношения, гуманитарные связи между грузинами и осетинами. Но опять-таки вспомните, что было сделано в 2004 году, когда грузины называют это Эргнетским рынком, а осетины ТЭКом. Кто его уничтожил? Подумайте над этим. Еще раз говорю, стереотипы – это хорошо, но дорога длиной в 1000 ли начинается с разрушения своих собственных стереотипов, которые сидят у нас в голове. Участники телемоста ответили и на другие вопросы журналистов. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджиба подписал указ о присвоении Евгению Князеву, актеру Государственного академического театра имени Вахтангова, ректору Театрального института имени Щукина, почетного звания «Народный артист Республики Абхазия». Как отмечается в указе, за заслуги в развитии культуры и театрального искусства, вклад в укрепление театральных связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Проект закона о перечне жизненно необходимых лекарств для пенсионеров был утвержден на заседании Кабинета министров Абхазии. В его рамках для категории граждан пенсионного возраста будет установлена минимальная ставка на определенные лекарственные препараты. Какие именно, расскажет Сария Смыр. Перечень жизненно необходимых лекарственных средств для людей пенсионного возраста включает в себя 89 наименований. В их числе препараты для нормализации давления, кроворазжижающие, от сердечно-сосудистых заболеваний и другие. Реализация данных препаратов будет осуществляться во всех аптеках, в том числе и коммерческих. На данный момент закон хоть и вступил уже в силу, но не введен в действие. По словам заместителя министра здравоохранения Алисы Ардзенба, проект еще в разработке. Юридическую силу оно, безусловно, имеет, но еще не работают механизмы, которые по приведению его в жизнь. Для того, чтобы оно работало, нужны определенные внутренние процедуры для Министерства здравоохранения, для подведомственных учреждений, для учреждений, которые не входят, то есть государственные, негосударственные аптеки. Конечно же, это все не входит в понятийный аппарат этого постановления. Следовательно, как только Министерство здравоохранения это все урегулирует, мы обязательно выступим на телевидении, обязательно дадим знать, что постановление работает, и момент, в который пенсионер сможет прийти в аптеку и попросить лекарства по сниженной цене. При вступлении закона в силу люди пенсионного возраста будут иметь возможность покупать лекарства из этого перечня с 20-25% скидкой. При этом лекарства, стоимость которых превышает 500 рублей, будут отпускаться пенсионерам с 20% скидкой. Надо отметить, что данная программа рассчитана только на пенсионеров, граждан Абхазии. У нас есть соглашение о льготном обеспечении лекарственными препаратами граждан Российской Федерации, проживающих постоянно на территории Республики Абхазия. Следовательно, они просто подпадают под это постановление, под эту программу, и им бесплатно будут выделяться эти лекарственные препараты. В данной ситуации мы говорим о той категории, которая не входит
в список, получается, что не входит в список этих вот льготников, и это пенсионеры, которые имеют преимущественно абхазское гражданство, не сопровождающее гражданством Российской Федерации. Что касается самих аптек, пока они работают в обычном режиме. Многие владельцы уже ознакомлены с данным решением правительства. Некоторые опасаются, что процентная ставка слишком высока и принесет им убытки. А в других аптеках фармацевты говорят, что даже не слышали о подобном решении. Мы пока не в курсе. Ничего такого не слышали. Если говорить о самих пенсионерах, новость об этом не может их не радовать. Люди пенсионного возраста интересовались перечнем лекарств и отмечали, что данный проект, пусть и не намного, но все же позволит им экономить средства. Есть лекарства сами необходимые, ежедневно пьют, ну это когда дорого, да, это плохо, очень плохо, потому что это я знаю по себе, если цены спустить, это намного облегчит больного человека. Перечень льготных лекарств будет доступен пенсионерам в каждой аптеке, а также будет опубликован на сайте министерства. Кроме того, во всех аптеках будет вестись учет проданных льготных лекарственных препаратов пенсионеру. По словам Алисы Ардзенба, Министерство здравоохранения будет вести контроль за исполнением данного закона. Сария Смыра, Стамур Гожева, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение. В среду 8 августа в 18 часов на Сухумском стадионе «Динамо» состоится товарищеский матч по футболу между молодежной сборной Абхазии и интернациональной студенческой сборной Нигерии. Нигерийские футболисты, несмотря на попытки Грузии помешать им, все же приехали в нашу страну. И матч, как говорится, состоится в любую погоду. Ожидается, что игру посетит президент Рауль Хаджимба. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная с прояснениями жаркая погода. Утром местами возможны слабые осадки. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 27-32 градуса. Температура морской воды плюс 28 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.